Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, алхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем уроки пути прощения грехов. И у нас была очень хорошая такая трогательная причина. Последняя причина – это хадис в сборнике имама Муслима. Тарбиятуль умми ли банатиха. Воспитание матери своих дочерей. И мы с вами приводили хадис, историю, когда к Аише, радийаллаху анха, к супруге пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подошла неимущая женщина, бедная женщина, и попросила помощи у Аиши, радийаллаху анха, и Аиша не нашла ничего, кроме 3 фиников. То есть, вот получается, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что был самым любимым созданием Всевышнего Аллаха, Аллах Тааля испытывал его, так ведь? Поэтому, если некоторые думают, что кого Аллах любит, дает ему очень много богатства, очень много удела, а кого Аллах не любит, значит, лишает его богатства и удела, Аллах Тааля говорит в Коране: «Калля», нет. То есть, если человек так думает, он заблуждается. Потому что иногда Аллах Тааля дает богатство, наказывая кого-либо, а иногда Аллах лишает чего-либо из мирского удела по милости, по мудрости. Поэтому Айша ничего не нашла, кроме 3 фиников, и она отдала эти 3 финика вот этой матери, и с этой матерью были 2 детей, то есть 2 дочерей, и 1 финик она дала одной дочке, 2 финик второй дочке, и 3 финик, как только она преподнесла ко рту, потому что она сама была голодной, а в это время дети уже успели, 1 финик, долго не надо жевать, да? Дети успели уже съесть те финики, которые дала мать, и они начали просить еще, и мать посмотрела на своих дочерей, и несмотря на то, что сама была голодной, несмотря на то, что сама нуждалась в этой пище, она разделила вот этот финик на 2 куска, на 2 кусочка, и 1 кусочек протянула одной дочке, и 2 кусочек второй. И вот так, накормив тем, что есть, половинками вот этих фиников, они ушли дальше. И Аиша, радийаллаху анха, она была удивлена этим поступком, и когда вернулся посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, она рассказала эту историю и сообщила свое удивление, что вот эта женщина, действительно, эта мать удивила ее. На что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Инна Аллаха кад ауджаба лаха бихималь джанна». Поистину Аллах сделал обязательным, сделал обязательным для нее посредством вот этих фиников рай. То есть за то, что она уже должна была вкусить, проглотить, съесть, она дала кусочек одной дочке, 2 кусочек второй, вот Аллах за это простил ей грехи. А в другом риваяте, в другой передаче хадиса говорится: «А'такаха бихима минан-нар». Аллах освободил ее посредством вот этих фиников от адских мучений. Этот хадис в сборнике имама Муслима. И мы с вами говорили, что почему именно вот многие хадисы, они говорят именно про воспитание дочерей, мы с вами говорили, да? Вот автор книги дает разъяснение, что каждый раз, когда человек воспитывает сыновей, он воспитывает их для себя. Потому что, несмотря на то, что сын вырастает, он женится, у него своя семья, там жена, дети, для него всегда в первую очередь останутся родители. То есть ни жена, ни дети, они никогда
перед мужчиной не займут место родителей. То есть вот мать, которая родила, воспитала сына, как она была номер один, да, она никогда номером два не будет. Там как бы мужчина не любил жену свою и детей, на место родителей ни одна женщина, ни одна жена не может претендовать на место матери. И наши сестры это должны понимать, потому что они тоже матеря, так ведь? Поэтому, когда некоторым сестрам говоришь, вот там, пускай он выбирает или я, или мать, я говорю, ну, ему надо выбрать мать. Да, им это не нравится, и хотя они тоже матеря. То есть, получается, она чья-то жена, да, какого-то мужчины, брата мусульманина, и она должна смириться с тем, что Аллах Тааля сделал так, что для ее мужа на первом месте это мать, потом только жена. Но она должна понимать, что у нее двое сыновей. И для них всегда она будет первым. Для них всегда она будет первой. Вот поэтому в этом мудрость Аллаха. А для женщины, когда вали, попечитель, отец, дед, там, брат, да, кто для нее вали, когда во время никаха передает ее замуж, то есть я такой-то сын такого передал свою дочь, свою там внучку, сестру за такого-то сына такого, вот здесь власть меняется. Все. После никаха для женщины на самом первом месте это муж. Это довольство мужа. Потом только родители. Поэтому вот получается, человек, который воспитывает сыновей, да, он воспитывает их для кого? Для себя. А женщина, которая воспитывает дочерей, она воспитывает для кого-то, для других. Поэтому Аллах сам компенсирует для нее вот этот, ну, получается, это ее пожертвование. Она дает как садака. Поэтому это еще раз является еще дополнительной причиной того, что мы должны любить помимо жен, и должны любить их матерей. То есть тещу мусульманин должен любить. Потому что она родила, воспитала для тебя свою дочь. Идем дальше. Сатруль муслими фид дунья. Скрывание недостатка мусульманина в этой жизни. Посланник Аллаха в этой дунья, в мирской жизни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис, сборник имама Ахмада, и в другом предании от Ибн Умара говорится, что даже в Бухари и Муслим этот хадис есть. «Ман сатара ахахуль муслим», посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто скрыл недостаток, грех своего брата мусульманина фид дунья, то есть в мирской жизни, в этом мире, сатараху Аллаху яумал киямати, Аллах за это скроет его недостаток, его грех в судный день. То есть получается, когда мусульманин видит в своем брате какой-либо недостаток, он может это выявить, этот недостаток, он может всем это рассказывать. Так ведь? Есть два варианта. Вот я видел, как этот брат, он там занимался вот этим, он говорит вот это, он такой-то, сякой-то, да? А есть другой вариант, даже если ты видел в нем какой-либо недостаток, ты ради Аллаха, чтобы защитить его честь, чтобы защитить его достоинство, чтобы защитить его имя, ты скрываешь этот недостаток. Ты не начинаешь говорить про это, выявлять. И ты должен понимать, за то, что ты сохранил честь, достоинство своего брата, Аллах Тааля в судный день, когда ты предстанешь перед ним, а за нами будет очень много недостатков, очень много у нас будет грехов, и Аллах Тааля тоже может нас как опозорить в судный день перед всеми творениями, также может и скрыть наши грехи. Вот поэтому мусульманин, который, видя, зная недостаток своего брата, если он это скрыл от других, ради Аллаха, чтобы его честь, достоинство сохранить, иншаллах, за этот поступок Аллах обязательно отблагодарит его. Чем? А тем, что Аллах скроет его недостаток в судный день. Его недостаток в судный день. И имам Мунавви, рахимахуллах, говорит, вот
что означает, кто скрыл недостаток своего брата, мусульманина, в этой жизни? То есть бывает так, что мусульманин, он ошибается. То есть нету среди нас ангелов. Каждый из нас имеет свои недостатки в нраве. Так ведь безнравственность иногда выявляется в наших отношениях, у кого-то в семье, у кого-то с родителями, у кого-то с братьями, кто-то, машаллах, тут ангел безгрешный сидит на намазе, машаллах, весь на сунне, да, но тот же брат, который перемещается на рынок, да, он уже совсем другой. То есть у нас много недостатков, мы это должны понимать. Эти недостатки могут быть в наших деяниях, в наших словах, да. И вот мусульманин, он увидел этот недостаток своего брата, но он не раскрыл это. Он не стал рассказывать. Почему? Чтобы не порочить его честь. Чтобы не порочить его честь. Чтобы не принести вред его имуществу. Потому что если кто-то узнает, что вот он такой, люди могут перестать с ним работать, да, перестать с ним общаться. Поэтому он не стал позорить. Фалям яхтакху. Он не стал его позорить и не стал выявлять его, то есть не стал рассказывать его недостаток. Но здесь есть условие, что если, во-первых, этот человек не приносит какой-то вред людям, например, мы узнали, что один брат обманывает, когда, например, торгуется с кем-то, да, когда выстраивает торговые отношения. Мы знаем, что ему нельзя доверять. Мы это знаем, и мы знаем, что один брат хочет там много денег ему дать, да, он хочет с ним много работать, и мы знаем, что этот мусульманин, он ненадежный. То есть, если это касается прав людей, тогда да, мы должны пойти в рамках дозволенного, нужного, то есть необходимого, мы должны дать ему информацию, что он ненадежен, или если он у нас просил. Или, например, мы знаем, что вот какой-то брат, он там, как муж для дочки брата, он ненадежен. То есть ты бы ни за что свою дочь ему не дал. И ты знаешь, что этот брат просит у того брата дочку. И ты знаешь, что через неделю он его или талак скажет, или выкинет, или выбросит, он ненадежен. То есть здесь ты можешь подойти ему и сказать: а я бы на твоем месте, не переходя границы, да, я бы на твоем месте не стал торопиться. Он ненадежный. Или валям ятаджахар биль фасад. Или же второй момент, нет пользы скрывания какого-либо недостатка брата, если он сам это не скрывает. Например, есть люди, которые творят какие-то грехи, совершают, но и сами это не скрывают. То есть они об этом рассказывают другим. Здесь уже нет причины скрывать это. Сраулар, вопросы потом, да? Поэтому хадис как раз об этом. И за то, что ты, зная, видя недостаток своего брата, ты ради Аллаха не стал это раскрывать, не стал его позорить, да, чтобы защитить его честь и имя, Аллах в судный день, Аллах не будет выявлять твои грехи, недостатки аля руусиль халяих, то есть перед всеми созданиями, потому что все человечество, от Адама, от Евы, от Хава и до последнего человека, все будут там. Там будут твои родители, там будут твои дети, там будут твои внуки, которые думали, что Бабай такой святой, да? Там будут твои все предки, все твои предки будут там, Бабай, дедушка, там все, да? Там будут твой устаз, который тебя воспитывал, там будут твои соседи, там все будут. И вот Аллах, если кого-то опозорит в судный день, это будет таким страшным позором, что невозможно это представить. Невозможно сравнить с тем позором, который человек может понести в этой жизни. Поэтому позор судного дня – это намного страшнее, намного хуже. И Аллах Тааля за то, что ты скрыл недостаток чей-то там, который ты уже забыл, дунья, да, альхамдулилля, Аллах за это скроет твой недостаток в судный день. И тем самым Аллах Тааля облегчит ему его расчет, его хисаб.
لأن الله حي كريم وستر. Воистину Аллах стеснительный, Аллах стеснительный. Мы не стесняемся иногда, но Аллах стеснительный. И, альхамдулилля, Аллах Тааля милостивый. И идхару сир ка идхари лагаура. То есть, когда человек выявляет, раскрывает чей-либо секрет, который он не хочет говорить другим, да, это то же самое, что он открывает его гаурат. То есть это его недостаток. То есть каждый человек, так же как имеет аураты на теле, то есть которые он скрывает от других, да, также он имеет аураты в своем нраве. Поэтому так же, как он стесняется показывать свои аураты, ну, так скажем, срамные места, да, также он должен скрывать, стесняться, показывать и свои недостатки в нраве. И вот «Васудуруль ахрар, кубуруль асрар». И сердца, души людей, они являются могилами для секретов. То есть вот очень много в жизни человек может знать секреты, да, недостатки. Там у кого-то он семейные проблемы знает, у кого-то он знает проблемы там, с какими-то другими делами. Да? И вот человек должен хранить эти секреты. Он не должен говорить про это. А вот я знаю, он такой-то, такой. Так я видел, он знает. Да он в семье знаешь какой. Не надо. То есть вот судуруль ахрар, судур, то есть груди, сердца людей, они являются могилами для секретов. Все, вот ты увидел, бисмилля, похорони, все, не надо раскрывать, не надо выявлять. За это Аллах похоронит твои, иншаллах, недостатки. И когда некоторым из праведных предшественников говорили «Кайфа анта фи катмисир», то есть как ты смотришь на скрытие секретов, на утаивание секретов. Вот когда тебе что-то по секрету сказали, как ты на это смотришь? Они говорили: мы скрываем эти секреты, и мы скрываем, что мы их скрываем. То есть мы не говорим, что мы вот скрываем секреты. Все. То есть не надо говорить: я знаю, там знаешь, сколько я знаю. Да, если ты знаешь, то ты скрой, что ты знаешь. Поэтому они говорили: мы скрываем секреты, и мы скрываем то, что скрываем эти секреты. Поэтому, бисмилля, все, похорони этот секрет, чтобы он ушел с тобой. Но иногда шайтан приходит, наущает нас, вась-вася делает, и так хочется про это рассказать. Хотя бы жене. Я никому не рассказывал, но жене перед сном рассказал, какой наш брат плохой, чтобы она там подумала, что вот я такой хороший, да? Поэтому могила для секрета. Вот скройте, и Аллах скроет ваши недостатки. И вот даже в отношениях между мужем и женой Аллах Тааля суратуль Бакара, суре Бакара призывает нас, как строить наши отношения. Аллах говорит: «Хунна либасуль лякум, ва антум либасуль ляхунна». То есть они, ваши жены, являются одеянием для вас, одеждой для вас, и вы являетесь одеянием для них. То есть вот в тафсире несколько приходит значений, несколько значений. Конечно, самое первое значение – это либасу таква. Что за одеяние? Это одеяние богобоязненности. То есть мусульманин, муж является хранителем богобоязненности жены, а жена является хранителем богобоязненности мужа. Так ведь это в первую очередь. Но мы знаем функции одежды. Заключается в чем? Одна из функций заключается в том, что одежда закрывает наши аураты. То есть те места, которые нам стыдно, совестно показывать другим. Так ведь? Вот мы же лицо не скрываем, да, руки не скрываем, но аураты мы скрываем. Мы должны скрывать, хотя сегодня много таких людей, человеков, которым не стыдно, они потеряли стыд, совесть, да, но мы должны скрывать, и нам должно быть совестно. Мы люди, даже животные, они скрывают, они понимают, что это на инстинктивном уровне, они понимают, что это плохо, что он должен стесняться этого. Ведь Аллах Тааля дал одежду, чтобы мы скрывали вот эти места. Одежда скрывает. Помимо ауратов тела, я уже говорил сегодня, мы имеем очень много ауратов в нашем нраве, в нашем характере.
У каждого из нас, несмотря на какие-либо достатки, есть очень много недостатков. Кто-то из нас там, у него терпения нет. Да? Кто-то из нас очень ленивый, например, да? Очень медлительный. Кто-то из нас быстро поддается гневу, а кто-то вообще не проснется никогда. Да? Кто-то из нас, он жадный, скупой. Ну, очень много недостатков. Да? И вот когда муж и жена, они строят семью и начинают совместную жизнь, то есть они видят каждый день, и утром, и вечером, и днем, вот эти аураты, так же, как они открывают друг другу аураты на теле, они, перед ними открываются аураты в характере друг друга. То есть, когда муж и жена начинают жить, месяц, 2, год, да, они начинают узнавать друг друга. И, к сожалению, мы начинаем узнавать не только то, что нас радует, да, мы начинаем видеть недостатки друг друга. И вот здесь Аллах говорит: «Хунна либасуль лакум, ва антум либасуль лахунна». Вы являетесь одеждой, покрывалом для своих жен, а жены являются одеянием для вас. То есть жена видит какую-то безнравственность мужа, какой-то недостаток, и она скрывает этот недостаток. Она не должна это все рассказывать. Да? Не должно быть этого. Ты вышла замуж, бисмилля. Все, исправляй сама, придумывай что-то там. Включай все свои рычаги административного, другого давления. Да? Но исправляй мужа. Аллах Тааля, посланник Аллаха ﷺ сказал: кого Аллах одарил богобоязненной женой, верующий, Аллах одарил его половиной имана. Так будь ты половиной имана. И не надо рассказывать везде: мой муж такой-сякой. Да? И вот то же самое с мужчинами. Мужчина не должен выявлять, раскрывать недостатки своей жены. Все, ты женился на ней, это твой насып, это твой удел в этой жизни, все, бисмилля, довольствуйся. И поэтому Аллах говорит: вы одеяние для них, скройте. Вот одежда же скрывает наши аураты. Вот то же самое муж и жена должны скрывать свои аураты. И Аллах Тааля за то, что мы скрываем аураты друг друга, иншаллах, в судный день Аллах за это вознаградит. Идем дальше. Рахматуль хайван. Пока сұраулар жоқ. Әлбетте, конечно. Алла рахмет етсін. Мен сені сұрау бересің, тұрам. Алла рахмет етсін. Бір тәртіплі шәкірт біздің, машалла. Рахматуль хайван. Милость по отношению к животным. Мы знаем, что ислам, альхамдулилля, призывает нас к милости, к милосердию, и мусульманин, он должен быть милосердным не только по отношению к людям, да? Его милосердие должны чувствовать и животные, и птицы. Очень много хадисов, которые указывают на это. Очень много моментов, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был в гневе, видя, что человек издевается над животным, не кормит и мучает его. Да? Мы помним тот хадис, когда один из людей повалил своего барана, да? Потом начал перед его глазами нож точить. То есть это все не есть милосердие к животным. И вот сегодня, иншаллах, прочитаем 2 хадиса. 2 причины, посредством которых Аллах прощает грехи. Первый хадис передает имам Бухари от Абу Хурайра, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Гуфира ли имраатин мумисатин». Аллах простил, то есть были прощены грехи женщине. То есть это была женщина испорченная, непристойного поведения, да? Маррат бикальбин аля раси ракин. Эта женщина проходила мимо собаки, которая стояла возле раси ракин, то есть возле колодца. То есть то есть дословно переводится возле головы колодца, то есть возле колодца. Яльхаф, то есть с протянутым языком. То есть собака чувствовала страшное изнеможение. И вот-вот отсутствие воды, вот это неизможение,
должна была убить собаку. То есть она умирала от жажды. Собака умирала от жажды. فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا. Тогда она сняла свою обувь и взяла кусочек материала ее одеждой, и вот так она достала с колодца для собаки воду. И за то, что она спасла, получается, собаке жизнь, напоив ее водой, فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ. Аллах простил ей бидалика за счет ее этого благодеяния. То есть за то, что она напоила собаку, которая умирала от жажды, Аллах простил ей грехи. Другой хадис. Этот сборник Бухари. Другой хадис Бухари Муслим передает, тоже от Абу Хурайра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Байнама раджулян ямши битарикихи», когда мужчина шел по своей дороге, иштадда алейхи латш, то есть он очень сильно почувствовал сильную жажду, то есть он захотел пить сильную жажду. И фаваджада би'ран фаназаля фиха фашариба. И тогда он нашел колодец, он спустился туда, в этот колодец, и попил, то есть утолил свою жажду. Thumma хараджа фаида кальбун яльхат. Потом он вышел, поднялся с этого колодца и увидел собаку, которая не могла туда спуститься. То есть собака, видать, увидела этого человека, услышала шум, она подбежала, яльхат. То есть собака сидела с таким языком, с протянутым, вся она как бы чувствовала жажду. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, и от сильной жажды собака, говорится, якуль, может быть, лизала, да, может быть, кушала влажную землю. Влажную землю. То есть она очень хотела пить. Факаля раджуль. И увидев это, мужчина сказал: эту собаку постигла такая жажда, сильная жажда, которая постигла меня. То есть он еще недавно чувствовал такую же жажду. Но Аллах дал ему руки, ноги и возможность спуститься в колодец и испить воды. А у собаки не было. Поэтому он сказал: вот собаку постигла такая жажда, которую постигла меня только что. И тогда фаназаль аль-бира. Он обратно спустился в колодец, фамаля ахуффаху маан, и заполнил свою обувь водой, фумма амсакаху бифейхи хатта рака. Ну, тут рака, наверное. И ему надо было подниматься, да, и он обувь взял в рот, вот так, потому что руки не были свободны, ему же надо было подниматься. И вот так он поднялся на землю, и напоил собаку. То есть вот он сделал такое доброе дело. И результат. Фашакар Аллаху ля. И Аллах отблагодарил его. Аллах отблагодарил его. Фагафара ляху. Простил ему его грехи. Фаадхалаху джанна. И ввел его в райские сады. Этот хадис в сборниках имама Бухари, Муслим, Ибн Хиббан и так далее, и так далее. И вот, машаллах, два хадиса, которые указывают на именно милосердие человека по отношению к животным. И вот даже вот вопрос, да, вот второй случай, фашакар Аллаху ля, то есть Аллах отблагодарил его. Вот человек сделал доброе дело. Кому? Собаке. Так ведь? Не какому-то человеку, не какому-то там обладателю ума, власти, да? Нет, просто это был пес какой-то. Он мог его и не напоить, да? Ладно, ульсямуль эткенавитин, да? То есть вот он сделал доброе дело, проявил милосердие по отношению к собаке. И какую благодарность можно ждать от этой собаки? Ожидать, То есть, собака максимум может повилять хвостом, или еще хуже, может тебе тахарат одежды испортить, да? Слюной. То есть от собаки ждать благодарности — это просто глупость.
Но если ты даже собаке делаешь благое дело, приносишь пользу, добро делаешь, даже собаке, но ради кого? Ради создателя этой собаки. Это же создание Аллаха. Ради Аллаха. То кто тебя отблагодарит за него? Его создатель. Вот это очень важный момент, дорогие братья, который нам так тяжело понять. Я не говорю про вас, я про себя говорю. Очень часто, когда мы кому-то делаем благое дело, мы ждем от него. Вот нам так хочется услышать, вот а что он мне спасибо не сказал, а что вот он мне не благодарил, а что вот он мне... Вот очень часто даже в семье, когда жена, бедолага, делает какое-то добро, а у мужа нет настроения, да, очень часто бывает. Она там это приготовила, а муж не видит этого. И нет от него рахмат, нет от него. То есть это, конечно, неправильно. Муж должен быть благодарен. Также жена должна быть благодарной. Да? Но делать что-либо доброе по отношению к созданиям и ждать от них благодарности, да, это неправильно. Ты, даже когда совершаешь добро по отношению к созданиям, ты должен делать это ради кого? Ради Создателя. А Он без ответа не оставит. Если ты это сделал ради Него, Аллах тебя отблагодарит. Вот этот человек просто снял обувь, набрал туда воды, ну сколько там грамм воды, да? Он прямо вот положил в рот, взял ртом, потому что, вот вы представили себе хадис, посланник Аллаха не просто так вот со всеми мелочами описывает нам, как это происходило. У него уже искренность была, да? Он хотел спасти этого пса. Он прямо взял, ртом взял, зубами взял, и вот так поднялся и напоил. И кто его отблагодарил? Аллах. И чем? Аллах простил ему грехи, и Аллах ввел его в райские сады. Вот это первый момент. То есть, когда делаете что-либо, делайте только ради Него. И Аллах Тааля отблагодарит. Даже если жена не будет благодарна, не переживайте, Аллах вас отблагодарит за это. Если муж не благодарен, не переживайте. Пусть не переживают сестры, Аллах отблагодарит. Да, поэтому ради Аллаха. Это первое. Второе, конечно, многие люди, особенно которые далеки от знаний, пусть Аллах всех нас наставит, да, когда они слышат этот хадис, у них появляются какие-то противоречивые какие-то эти. Вот там женщина, испорченная, непристойного поведения, в жизни сделала одно добро, и все, Аллах ее ввел в райские сады. А иногда человек может одно зло сделать и оказаться в аду, да? Там ширк один сделал один раз, и все. Вот много раз спрашивали у меня про это. Вот. Но, конечно, мы должны понимать, что Аллах не просто так кого-то вводит в ад. И не просто Аллах Тааля кого-то вводит в заблуждение. Мы знаем, ман яхдихилля фаля мудилля ля. Кого Аллах наставит, его никто не собьет. А кого Аллах собьет, его никто не сможет. Ты не найдешь ему наставника. Но мы должны понимать, что Аллах, Он милый, Он справедливый. Если Он кого-то лишил имана, лишил милости, это не просто так. Это не просто так. Значит, он был того достоин. Если Аллах наставил эту женщину на путь истины, простил ей грехи, это не просто так. Это не просто вот она, вы не думайте, что она вот там занималась там зина, да, другими мерзостями. Она раз отключилась, переключилась, напоила и дальше пошла. Нет, Аллах открыл ей сердце. Аллах наставил ее на верный путь, и она стала на путь истины. То есть это было причиной того, что Аллах раскрыл ее сердце. Значит, в ней что-то было. Вот еще более противоречивый хадис, это будет тема следующего урока, когда человек убил 99 человек, да, и Аллах потом простил его. Вот это, я боюсь, что меня съедят уж некоторые люди за этот хадис. Но, альхамдулилля, мы мусульмане понимаем, да? Поэтому это не все, это не просто так. Если Аллах Тааля исправил ее сердце и наставил ее сердце на путь истины, это милость Аллаха, но значит в ней что-то было. Это не просто так. И здесь то же самое. Здесь то же самое. Вот мы про ветку еще говорили, да? Человек, он не просто нагнулся и ветку взял, он же понимал, значит, он такой понимающий был, что кто-то может споткнуться об эту ветку.
кто-то может пораниться, кому-то может эта ветка причинить вред, и он, бисмилля, поднял ветку, и Аллах простил ему грехи. Вот это нужно было. Поэтому Аллах, Он не просто так простил, Аллах не просто так наставил на путь, и не просто так ввел в рай, и не просто так кого-то ввел в заблуждение. Поэтому Аллах справедливый. И мы должны правильно понимать. Дальше дуа ус-салихин. И, наверное, может быть, на этом даже закончим. Мольба праведных людей. Мольба праведных людей. Мы должны понимать, что в исламе есть такая вещь, которая называется тавассуль, когда мы ищем милость Аллаха, приближение к Аллаху. И вот один из таких путей, когда мы можем спокойно обращаться к нашим братьям, которые, иншаллах, они ближе к Аллаху, они более богобоязненны, чем мы, и у них праведных дел больше, чем у нас, мы можем подойти к ним и сказать: брат, там, абы, дед, бабушка, там, они, а ты, сделай за меня дуа. И в этом нет ничего плохого. Альхамдулилля, мы знаем, что при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очень много было случаев, когда сподвижники приходили к нему и просили его за то, чтобы он попросил у Аллаха за них. Абу Хурайра, радийаллаху анху, когда столько старался, чтобы мать приняла ислам, да, он никак не получалось, и он в слезах пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: я Расулаллах, я сколько призывал свою мать к истине, и вот сегодня она сказала про тебя то-то, 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 то есть мерзкие слова, и сделай за нее дуа. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллаху махди умма Абу Хурайрата, о Аллах, наставь мать Абу Хурайры. И Аллах Та'аля раскрыл ее сердце посредством дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот очень много случаев. И, альхамдулилля, мы можем подойти к нашим братьям, особенно взрослым, да, особенно к нашим родителям, и попросить, чтобы они за нас дуа делали. И вот хадис, машаллах, замечательный хадис, в сборниках имам Муслима. Имам Муслим даже отдельную главу дал про достоинство этого человека, про которого сейчас мы будем говорить. Умар, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна хайрат таби'ина раджулун юкалу лаху Уайс». Воистину, один из самых благих из числа таби'инов, последователей, это мужчина, является мужчина, которого зовут Уайс. Уайс. «Валаху валидатун хуа биха баррун». И у этого человека, Уайса, есть мать, валида, и он биха баррун, то есть он благочестиво относится к ней. «Лау аксама аля Аллахи ла абарра». И если он клянется Аллахом в чем-то, то Аллах выполняет это. «Вакана бихи баят». И у него была белизна. Этот Уайс аль-Карани, он болел проказой. И Аллах Та'аля, потом он делал дуа, просил Аллаха прощения, Аллах Та'аля, альхамдулилля, дал ему исцеление. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: попросите его, чтобы он просил за вас прощения. Попросите его, чтобы он просил за вас прощения. То есть истигфар делал. И очень много риваятов, несколько хадисов приходят про Уайса. И Уайс аль-Карани, это был человек, который, ученые говорят, что он жил во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он жил во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но почему он не был сподвижником? Потому что он не видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его не видел. Поэтому он видел сподвижников, он видел Умара, других сподвижников. И ученые говорят, что он не видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он не нашел возможности пойти к нему и увидеть его, потому что у него была мать, и он должен был смотреть за ней. То есть он ухаживал за своей пожилой мамой. И вот это была причина того, что он не пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Но ученые говорят, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не зная его, не видя его, сказал, что есть там такой-то человек, которого зовут так-то, так-то, и у него такие-то, такие-то качества. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знал его богобоязненность, знал его качество, знал, что он болел проказой,
знал, что у него есть мать, и некоторые ученые говорят, что это муджизатур расуль, что это один из чудес нашего пророка. И Умар ибн Хаттаб после этих слов он искал этого человека. Он искал. И действительно этот человек, он существовал, был, жил, и он болел проказой. Многие люди издевались над ним, потому что это была болезнь. Да? Потом он просил у Аллаха, и Аллах Тааля дал ему исцеление. И говорится, что Аллах, когда он просил у Аллаха исцеления, он попросил оставить только вот эту болезнь на его коже с величиной дирхама, то есть монетой, чтобы вот то, что у него осталось, все время ему напоминало, какой болезнью страшно он болел. То есть про это тоже говорится в хадисах. И у этого человека была пожилая мать, и он, альхамдулилля, проявлял благочестие к этой матери. И он был очень богобоязненный человек. Очень богобоязненный. Да, он был бедным. В хадисах говорится, и Умар ибн Хаттаб, он искал этого человека, чтобы попросить, что? Чтобы тот попросил за него прощения. Вот представьте себе, Умар ищет какого-то Уэйса, да, и не какого-то, а посланник Аллаха сказал, попросите его, чтобы он просил за вас прощения. И он нашел этого человека через Ахлюль Йемен, через жителей Йемена, когда к нему приходили делегации, к Умару, делегации с Йемена, он все время спрашивал, а вы знаете такого? И когда он нашел его, он спросил его, была у тебя проказа? Да. У тебя есть мать? Да. Тебя как зовут? Уэйс. Твоего отца так зовут? Да. Так зовут? Так. Посланник Аллаха сказал, как зовут его отца, его деда, из какого он, Мурат, Аль-Карани, с какого он племени. И когда все действительно оказалось так, он сказал, что я слышал, как посланник Аллаха, сказал про тебя такие-то, такие-то слова. И он попросил его, чтобы тот попросил за него прощения, делал истигфар. И Уэйс Аль-Карани, он попросил прощения за Умара, рады Аллаху анху. И в знак благодарности Уэйсу Умар ибн Хаттаб сказал, куда ты хочешь направляться и что ты хочешь. И он сказал, Куфа. И он сказал, я могу отправить письмо наместнику Куфы, чтобы он обеспечил тебя всем, что нужно в жизни. То есть богатство это. И на что Уэйс сказал, мне нравится жить с бедняками. То есть я предпочитаю жить с бедняками. И через несколько лет, когда с этого племени люди пришли в хадж, Умар ибн Хаттаб, когда узнал, он расспрашивал людей, когда он узнал, что они с того племени, он спросил, вы знаете такого-то, такого-то Уэйса? И они сказали, что знают, и что он находится в таком очень бедном состоянии. То есть очень бедном, наверное, они даже сказали, что, наверное, скоро бедность, нужда его погубит, что он там умрет с голода. И тогда Умар сказал, что вот я слышал, как посланник Аллаха сказал про него то-то, 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 и когда вы придете, вы попросите, чтобы он просил за вас прощения. И когда эти люди пришли, они нашли этого Уэйса, да, и начали просить у него, чтобы он попросил за них прощения. И тогда Уэйс спросил, а вы видели Умара? Вы видели Умара? Они сказали, да, видели. И когда люди узнали, что Умар сказал про него то, что посланник Аллаха про него сказал то, люди начали приходить к нему. И тогда в хадисе говорится, что он ушел куда-то во свояси. То есть он исчез, чтобы люди к нему так не приходили. И вот этот хадис Уэйс Аль-Карани. Можете прочитать про него, в интернете есть, на русском, наверное, тоже есть. Вот это был такой человек, когда он клялся в чем-то Аллахом, Аллах выполнял эту клятву. То есть вот это был такой богобоязненный человек, машаллах. Аллах дал ему исцеление, он проявлял благочестие к своей матери. И вот посланник Аллаха сказал, просите, чтобы он просил за вас прощения. Поэтому мы можем подходить к нашим братьям. Например, у кого-то может быть дед, в мечеть ходит бабай, да, машаллах, постоянно джамаат, такой богобоязненный, да, он там хочет свое дело открыть или хочет там, например, жениться, да, он может подойти и сказать, вот, а вы там
вот я хочу жениться, делай за меня дуа, вот делай за меня дуа. Или там попроси у Аллаха за меня прощения. Или кто-то в хадж едет, например, наш знакомый, да, мы можем подойти, там, позвонить ему, сказать: брат, вот когда ты будешь в хаджи, там, вот меня тоже вспомнишь перед Аллахом, да? Я иногда говорю, если вот у тебя все дуа закончатся, ты там про меня тоже вспомнишь, что, ну, чтобы Аллах мне грехи простил. Поэтому, альхамду, это есть, это нас сплощает, это нас сближает наши сердца, это есть сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая тема, вот как раз, наверное, два хадиса, это будет тема следующего урока, это сухбату закирин, это всегда быть возле поминающих Аллаха, то есть те, которые поминают Аллаха, возле праведных, и тарку ардысу ва сухбату салихайн, оставление мест греха, дурных мест, ва сухбату салихайн, и всегда находиться рядом с праведными. Две причины, это будет, два таких довольно содержательных, длинных хадиса, иншаллах. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.